Рустам Нургалевич, я рада приветствовать вас на территории хлебосольного ТНВ. Можно вас угостить настоящим узбекским чаем, горячим, на улице морозно. Ну и задать, конечно, вопрос. Скажите, пожалуйста, у нас между Татарстаном и Узбекистаном такие давние крепкие отношения, а за последнее время удалось поднять товарооборот почти на 50%, даже чуть больше. За счет чего удалось этого достичь? Ну, вы, наверное, правильно сказали. Исторически мы очень близки. Близки по языку, близки по религии. И много людей татарской национальности, более 300 тысяч, и сегодня проживают на этой прекрасной земле. Это, наверное, самое главное в наших отношениях, и она является фундаментом для того, чтобы мы более активно работали с страной. Ну и второе, последние 3 года Узбекистан сильно развивается. У нас были контакты, отношения, но руководство Узбекистана сегодня, оно нацелено на инновации, на продвижение Узбекистана в мире, формирование партнеров, и оно очень хорошо вписывается в нашу стратегию. Мы с огромным желанием имели такое желание расширить наши отношения в этой стране. Сегодня все условия созданы. А если взять по проектам, это большой проект КАМАЗа. Открыли новую сборочную линию. Есть большие планы у компании «Татнефть», есть огромные планы, и они работают, ГМС Групп. Это крупные. А нам надо уже второй эшелон запускать там. Медицинские, фармацевтика. Удобрением мы снимали компанию, очень интересно, бионоватик. Да, она тоже входит сюда, наша компания. Она тоже имеет хорошие перспективы. То есть страна открыта. Были вопросы с конвертацией, это все было в прошлом. А сегодня руководитель страны очень продвинутый человек с хорошими отношениями с нашим руководителем Владимировичем и президентом Узбекистана. Они очень друг друга поддерживают. Это тоже является хорошим фундаментом, подспорьем для наших отношений. Вы вспомнили встречу, которая прошла у вас накануне с татарской диаспорой, и вас там пригласили на первый азиатский сабантуй. Как вам вообще эта идея? Очень хорошая идея. Я считаю, что они и сегодня там по 50-60 тысяч человек на сабантуй даже в Ташкенте приходят. В других местах тоже они сабантуи проводят. Я считаю, что это хорошее. Значит, во-первых, конкурс Татар-Кызы, это в Узбекистане 300 тысяч, из них 150 тысяч красавиц, женщин. Неужели и 150 тысяч? Сегодня же победительница из Узбекистана, значит, мы здесь должны провести. Ну и заодно сабантуй проведем. Черты характера у татар и узбеков. Вы так много говорили об общей истории, они схожи? И какие есть, если схожие? Узбеки сами по себе очень добрый народ, очень гостеприимный. Наверное, в мире, если взять там 10 народов, в десятке, это в 5 даже, узбеки очень гостеприимные, значит, очень такие добрые, работяги, очень работоспособные, очень приятные люди. Но они любят татар, мы любим их. Взаимно. Да, взаимно. У нас очень много общего, поэтому мы, как братья и сестры, значит, мы исторически уже так сложилось, что мы всегда были близки и будем близки. Все выпуски программы «7 дней» смотрите на YouTube-канале ТНВ.